Добрый день, дорогие друзья! В гостях у Национальной библиотеки колледж искусств Республики Коми. Наш концерт проходит в рамках проекта «Музыкальная среда». И прежде чем мы начнем его, убедительная просьба отключить сигналы ваших мобильных телефонов. И даже если вам кажется, что вы это уже сделаете, пожалуйста, проверьте еще раз. Спасибо. Мы рады представить вам концертную программу, в которой прозвучат произведения Сергея Рахманинова, вокальные и хоровые. 2023 год всей музыкальной мировой общественностью празднуется как год музыки великого композитора Серебряного века. И сегодня в исполнении студентов и преподавателей колледжа искусств вы услышите как знаменитые, так и редко исполняемые произведения этого композитора. Откроет концерт кантата для хора под названием «Три русские песни». Это произведение одно из последних, которое композитор создал, будучи в эмиграции. За 26 лет, которые он провел вдали от родины, им было создано всего 6 сочинений, и эта кантата одно из них. Тематикой для каждой из 3 частей кантаты послужили подлинные русские песни. «Через речку, через быстру», «Ах ты, Ванька» и «Белилицы, румяницы вы мои». Итак, кантата «Три русские песни» исполняет сводный хор 2 творческих коллективов колледжа искусств Республики Коми. Хор отделения «Хоровое дирижирование» и хор отделения «Вокальное искусство». Дирижер Наталья Суровцева, концертмейстер Евгений Распутин. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые зрители, что по сложившейся традиции части произведения исполняются без перерыва, и просьба не аплодировать.
Хоровое творчество занимает значительную часть творческого наследия Сергея Рахманинова. И если кантата «Три русские песни» была создана Рахманиновым уже в зрелом возрасте, то цикл «Шесть хоров» для женских голосов был написан композитором, когда ему было всего 22 года. Рахманинов сочинил это произведение, когда работал штатным преподавателем теории музыки в Мариинском училище дамского попечительства о бедных, которое дало возможность дочерям небогатых родителей получить диплом домашней учительницы. Это училище входило в число учреждений женского образования в императорской России. В нем в течение 8 лет воспитанниц обучали разным дисциплинам, в том числе и музыкальным. Девушкам, среди прочих, преподавалось церковное, светское и итальянское пение. А среди преподавателей, десятков преподавателей музыки, были такие знаменитые музыканты Москвы, как Александр Зелотти, Николай Кашкин, Александр Дюбюк и многие другие. А, между прочим, руководителем и наблюдателем по музыкальной части был сам Николай Рубинштейн. Молодой Рахманинов производил неизгладимое впечатление на юных воспитанниц. Вот воспоминания одной из них. Теперь, когда прошло столько лет, и этот гениальный человек известен всему миру, трудно себе представить, что наш скромный хор воспитанниц пел под его изумительный аккомпанемент. «Шесть хоров» написаны на стихи отечественных поэтов Лермонтова, Цыганова, Ладыжинского, Некрасова и великого князя Константина Романова. В сборнике преобладает светлая лирика, а легкая грусть лишь оттеняет юношеские непосредственное восприятие жизни. Открывается цикл приветственным хором «Славься». Дальше следует пейзажная зарисовка «Ночка», полная мечтательной грусти и одиночества сосна, импрессионистически окрашенный хор «Задремали волны», хор «Неволя» в духе народной песни, и завершается цикл светлым поэтическим гимном «Апрель». 6 хоров прозвучат в исполнении хора отделения «Хоровое дирижирование». Руководитель и дирижер Ольга Рочева, концертмейстер Евгений Распутин.
Рахманинова «Апрель. Вешний праздничный день» на стихи Эдварда Пайрона в переводе Вероники Тушновой прозвучит в нашем концерте в переложении для хора Дмитрия Смирнова. Это сочинение принадлежит области светлых, созерцательных, радостных, ликующих настроений. Оно было написано в тот период, когда молодой Рахманинов проводил летние месяцы в имении своих родственников в Сатинах среди молодежи. Совместные прогулки, совместное музицирование способствовали созданию атмосферы романтической влюбленности. И любовная тема, быть может, с биографическим подтекстом, является отличительной чертой всех сочинений того периода. «Апрель. Вешний праздничный день» исполняет женский хор отделения хорового дирижирования дирижер Максим Рочев. Примечательно, что стихотворения, взятые Рахманиновым за основу так называемых пейзажных романсов, к числу которых принадлежит и только что прозвучавший хор, охватывают всего два времени года – весну и лето. Певец русского пейзажного романса Рахманинов категорически не использовал поэтические тексты о зиме, о морозе, о снеге, в отличие от многих других композиторов, соотечественников XIX века. Именно символ весны занимает значительное место в творчестве Рахманинова. Это не просто образ пробуждающейся природы, это образ весеннего обновления в самом широком аллегорически-философском смысле. Не случайно, что романс «Весенние воды» был воспринят современниками Рахманинова как символ общественного подъема и возрождения новой жизни. Слова Федора Тютчева. Переложение для женского хора Александра Егорова. «Весенние воды». Дирижер Владлена Гринева. Концертмейстер Евгений Распутин. Еще моя
Не ошибусь, если скажу, что богатое наследие музыки Рахманинова хранит любая библиотека нашей страны, будь то библиотека консерватории или сельской музыкальной школы, Национальная библиотека не исключение. И сотрудники библиотеки организовали специально к нашему концерту в рамках проекта «Музыкальная среда» выставку из нотных сборников Сергея Рахманинова, которые вы можете обязательно посмотреть, среди которых есть и в том числе романсы. Романсы Рахманинова относятся к самым замечательным страницам не только творчества этого композитора, но и всей русской музыки конца XIX – начала XX века. В течение жизни композитором написано около 80 романсов, большинство из которых сочинены на тексты русских поэтов рубежа веков. Рахманинов весьма тщательно выбирал тексты для своих вокальных сочинений. На эту тему осталось немало воспоминаний друзей, родственников, учеников, сохранилось множество писем. В романсе проходит все на стихи Даниила Радгауза, воплощены размышления композитора о жизни и об искусстве, о собственном отношении к окружающей действительности. Позиция созерцательной эстетической отрешенности была глубоко чужда всему складу рахманиновского творчества. Стать в стороне от жизни, остаться равнодушным к ее тревогам и волнениям он не мог. И поэтому заключительная фраза романса «Я не могу веселых песен петь» звучит как невольный крик души композитора. Романс проходит все, исполнит Дарина Гофман, концертмейстер Наталья Никитина. Теме погибшей любви и горестной разлуки посвящен романс «Вчера мы встретились» на стихи Якова Полонского. В этом полном трагизма романсе рассказывается о встрече двух людей, все еще таящих друг к другу глубокое чувство, но непреодолимо разделенных жестокими жизненными обстоятельствами. Романс «Вчера мы встретились» исполняет Антон Ликанов, концертмейстер Наталья Тесс. Вчера мы встретились.
настроении тишины и неги раннего утра, сада, который пахнет лесом и травою, росистой глубины неподвижности кустов, безлюдности и упоительной грусти. Все эти образы мы слышим в знаменитом романсе «Сирень» на слова Елизаветы Бекетовой. В творчестве Рахманинова этот романс выделяется своей поэтичностью, возвышенностью и особой одухотворенностью. А прозвучит он для вас сегодня в исполнении Анны Рассыхаевой, концертмейстер Мария Футьянова. Старшая дочь великого певца Федора Шаляпина Ирина Федоровна, кстати, крестница Рахманинова, напишет в память об известном романсе «Сирень» следующее. «Я бесконечно благодарна молодому и такому талантливому пианисту Вену Клайберну, которого мы знаем как Ван Клиберна, за то, что он посадил на могиле Рахманинова куст сирени, привезенный им из России. Пусть цветет он пышным цветом и напоминает всем о русской земле, которая родила неповторимого музыканта». Пианист Владимир Сафроницкий однажды сказал: «Ференц Лист – это вся Европа, Антон Рубинштейн – это весь мир, а Рахманинов – это вся вселенная». Мы сегодня совсем немного прикоснулись к небольшой части наследия Рахманинова, вселенной Рахманинова, и приглашаем продолжить встречу с творчеством нашего великого композитора завтра в зале колледжа искусств Республики Коми на концерте фортепианной музыки. Начало в 17:15. До новых встреч!